Вопрос оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения является одним из социально значимых, потому что они касаются достаточно большого слоя населения. Практически каждый житель страны является либо автолюбителем, либо его родственником. Казалось бы, с внедрением проекта «Безопасный город» число пострадавших в ДТП стало в 2 раза меньше, а количество нарушений ПДД сократилось на треть. Но вопрос размеров штрафов стал точкой преткновения. Будет проведен анализ правоприменительной практики, новых кодексов, вообще самого проекта «Безопасный город», по итогам которого будут даны рекомендации по возможному изменению штрафов. То есть по отдельным категориям возможно будет снижение, по другим категориям, если они не достигают своей превентивной практики, может быть, наоборот, будет рассмотрена ответственность в сторону повышения. Но это будет уже приниматься с учетом мнения граждан. В случае изменения законопроекта у автолюбителей может возникнуть вопрос касательно оплаты штрафа, выписанного до изменения законопроекта. Как известно, за 1 с лишним месяц с начала рассылки писем счастья было зафиксировано 108 тысяч нарушений ПДД, в то время как оплачено было штрафов на 70 миллионов сомов. А это только 44% нарушителей. Фиксированное нарушение будет использоваться по новым принятым законодательствам. А те, которые нарушили до изменения закона, они будут остаются по действующему законодательству. То есть в данный момент какое нарушение, какие статьи нарушены, изымается полная сумма. Тем временем автолюбители полностью согласны с тем, что размер штрафов необходимо пересмотреть. По мнению жителей столицы, если взыскания будут невысокими, то все автовладельцы будут исправно платить штрафы в инстанции, а не пытаться договориться с сотрудниками ГАИ и во избежание суматохи при процессе оплаты будут впредь стараться не нарушать правила. Правильно, сильно высокие штрафы у нас, потому что по сравнению даже с Россией, с Казахстаном, люди садятся, клиенты, потому что говорят, там намного дешевле штрафы, чем у нас. Учитывая нынешние обстоятельства, это правильно, потому что некоторые люди без работы совершенно. Молодежь без работы, поэтому у людей денег просто нету и нечем эти штрафы большие платить. Да, надо штрафы понизить, они слишком дорогие, у нас на это денег не хватает. Но есть и другие проблемы, такие как несовершенство дорожной инфраструктуры и проблемы с организацией дорожного движения. Для успешной реализации последующих этапов масштабного проекта их необходимо срочно решить, так как на некоторых перекрестках, к примеру, 200 линий, непонятно на какой останавливаться. Напомним, что проект «Безопасный город» в стране запустили 12 февраля текущего года. Мерим Кубанычбек, Азиз Самарбеков, Новости Ушпери.